Ну вот, ребят, вот такой столик. Хороший, не маленький. По высоте вроде нормально, чтобы, вот скажем, с тарелкой что-либо есть. Пойдет. Вот. Как вы видели, стойка у меня, я не закопал ничего. Когда закапываешь столбы, в земле дерево быстро гниет. А здесь он больше прослужит. И еще от сырости я туда подложил рубероид 2 слоя. Влага не будет попадать. Ну, в принципе, все четко. Мне лично нравится все. Сейчас еще территорию немножко уберу. Крыша готова, стол готов. Ну, все. Это уже, в принципе, все очень даже неплохо. Небольшой пол сделал, потому что досок очень много осталось. И дождь до сих пор идет. Я, ребят, готовлю обед. Тут варится суп. Для тулана тоже уже готова. Вот такая каша с макаронами и пачковый суп гороховый еще добавил. Вот. Ну, я тоже самое, в принципе, варю. Суп из пачковый суп тут. И мясо цыпленка, вот этот, консервы. Ну, это мне нравится. Поэтому я частенько это готовлю. Быстро и вкусно. Вот. Тут очень много ингредиентов, приправы в этом пачковом супе. Все, еще минут 5 и суп будет готов. Угли хорошие тут у меня. Вон. Немножко попилил вот здесь. Ну, как и говорил, вот это все старые доски я буду пилить и сжигать потихоньку вот здесь, на мангале. Вот, кроме этого, здесь остатки досок убрал вон туда. Поставил. Как бы под крышей он не мешает. Но может быть в будущем году вместо этого столика я организую что-нибудь тоже поровнее, что ли. Новый стол можно сделать. Ну, как этот. Вот. Примерно вот такой тоже сделаем. Вот. Я бы сейчас после обеда сделал. Но у меня больше не осталось просто материала, стройматериала. Вот. Хотя бы вот такие чурки, еще 2 штуки. Обрезать вот с такой высоты. Ну, наполовину вот это. И еще 2 штуки. Пусть будет большие чурки, ножки вот такие. Тулан броил очень долго, где-то очень долго он. Но я работал, сколько работы я сделал, потом уже он откуда-то появился. Вот. Я, ребят, еще как бы взял сегодня оружие Север. Оружие Север. И уже на носу большая охота, как бы на рябчиков, на глухарей. Я сегодня еще постреляю по мишени. Установлю мишень. Стрельбу я показывать не стану, потому что YouTube вообще не любит оружие, видео с оружием. Так что, ну, я чуть позже, может, результат стрельбы покажу. Буду стрелять 2 вида патронами. Остатки матча у меня еще 2 пачки, наверное, есть. Вот на осень это мне хватит. И элей. Элей еще экспансивный. Постреляю на 50 метров и на 100 метров. Куда прилетят пули, я вам, наверное, чуть позже, может быть, покажу. Вот.
Это надо мне сперва покушать, потому что уже вообще жрать хочется действительно очень. Когда ты много работаешь, энергии быстро уходит и хочется кушать. Ну что, ребят, с новосельем нас. Мы сделали это. Давно я уже жужжал, что буду строить беседку, наверное, года 2. Все, никак руки не доходили. Ну вот, наконец-то. Наконец-то я это сделал. И по соседству стреляют. И примерно это лет 20 простоит. Простоит у меня. Я сейчас буду обедать. Но это, наверное, рябчиков стреляют. Потому что это похоже не на озере выстрел был, а именно в тайге. Именно в тайге. Там грибы собирают и по пути еще добывают рябчик. Решил на природе вот тут посидеть. Сейчас хорошо, комаров нету. Тулан пришел, сейчас его тоже накормлю. У него еще как бы еда, корм горячий. Но он не беспокоит меня, он вот лег и все, он будет лежать там. Он не будет там кружить, просить там милость или еще как-то. Вот есть собаки, которые вот именно возле стола крутятся и хоть сколько дай, все равно им надо и все время возле стола там. А он нет, он просто он будет лежать и все. Но, как вы видели и знаете, большой минус это когда я его оставляю одного, просто лает, бешено лает, может часами лаять. Вот это минус. Так не должно быть, собака должна молчать. Комментарии я прочитал ваши. И многие даже думают не так, как я. Собака должна лаять, собака похожа на хозяина, там еще там, ты, чего только не пишут. А вот Айда уже была другая. Айда вот вообще, она вот действительно она возле стола крутилась и под ноги лезла она. А этот спокойный. Не, он спокойно себя ведет. Суп получился великолепным. Добавил майонез. Я сейчас буду обедать. Дальше я буду пристреливать оружие. А там, я не знаю, сейчас время, наверное, где-то примерно час или два. Еще у нас вагон времени. Буду думать, может сетку поставлю, может за ягодами пойду. Посмотрим. Все буду снимать, рассказывать, показывать. А сейчас я в данный момент выдаю. Ребят, люблю, когда костер горит в тайге. Всегда подкидываю дрова, запах дыма вот этот. И, ну, сейчас безопасно. Сейчас у меня круглые сутки практически костер здесь горит. Очень нравится на угли смотреть и на огонь. Сейчас еще подкину. Так, ладно, надо. Скоро остынет.
Горячо. 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 Пусть остывает. Там. Терпи. Ну вот, ребят, я стрельбу закончил. Вот такие гильзы. Патроны матч. И элей. Элей. Он экспансивный. Этот обычный. Вот. Ну, стрелял. 50 метров. Вот такая куча. Вот. Если спичечный коробок в сравнении мишени, вот такой. Вот. Это на 50 метров. Это матч. На 100 метров. Раз, два, три. Вот такие. Куча. Ну, элей, конечно, чуть-чуть разброс больше. Ну, может и я такой стрелок. Или еще что-то там. Может патроны, может ружье, еще. Лишь бы причину найти. Но все-таки на расстоянии 100 метров я уже немножко как бы промахиваюсь. Ну и пуля в сторону летит, в сторону вправо идет. Приходится стрелять вот верхнюю, правую, левую угол. Сюда прицеливаюсь, пули прилетают вот сюда. Вот. Если сюда прицеливаюсь, пули вот сюда летят. Ну еще этим элеем еще с 50 метров стрелял. Прицеливался вот сюда. Вот, под яблочко. Пули приходили вот чуть выше, но такая куча. Спичечный коробок. И еще разок матчем 2 раза на... А, вот еще один. Это элей тоже. Еще матчем 2 раза выстрелил. Один здесь, второй, ну, попал. Больше стрелять уже не стал. Ну, примерно так. Ну, этим результатом уже на охоту можно ходить. С матчем 100%, уверенностью. Это уже если не попадаю, значит это моя вина. Дергаю или еще неправильно прицеливаюсь. В принципе, куча нормальная. А элей, надо привыкать к этому патрону. И идет правее. Как ни крути. Идет правее. Но прицел, ребят, я трогать не стану. Я пристрелял под патроны матч. Пока не закончатся эти патроны, я трогать прицел не стану оптический. Этим патроном, наверное, может там удастся, нет, там глухаря добыть. Шансов очень минимум встретить его. Вот. Да, я думаю, сейчас понятие есть, куда пуля летит. Там я отметил для себя. Такой черновик сделаю. И уже я знаю, что элей идет правее. Надо прицеливаться чуть влево. Вот и все. А там видно будет, ребят, что наше будем добывать, что не наше, он улетит или убежит. Остановился ко мне старый знакомый Ванька. И уже едет. Сани, он, смотрите, по снегоходу. Ладно. Какой идти? Первый раз такой мотор вижу. Давай. Вот начали такими моторами ездить. Вода мать. О, ты смотри, нормально едет. Груженная лодка и... Давай. Груженная лодка и... Как сказать... Ход хороший, тихий. Вот так. Ну, останавливался, поболтали, чай попили. И дальше он поехал. Сейчас там по мелкой воде как поедет он. Интересно, остановится или нет. Там возле острова вообще мелко.
Вот так, видели как? Проехал, проскочил. На Судзуке хрен-то там. Там вода, наверное, сантиметра 15 только. А он прошел спокойно. Ну, мне в комментариях не раз уже писали про такой мотор. Хоть первый раз увидел воочию тут вблизи. Ладно. Тулан облаял. Но не кусает, но все равно, блин, как-то нехорошо себя ведет. Вон он, бездельник. Оставил меня. Да. Оставил меня. Опять потерял. Встречает. Да. Мой. Мыла на колен. А? Мыла колен. Колен мене. Колен. Або янджем. А? Ну вон. Вон доламан. Все погасло. О, чайник забыл я на печке поставить. Я моя. Хоть печка еще полностью не погасла. Сейчас будем греться. Будем греться и отдыхать. Сейчас еще травишки надо заготовить. Пару полен сырых на ночь. Вот. Ну что, ребят, день закончился, уже вечереет. Я сходил на рыбалку, поставил 2 сетки. Завтра покажу улов, что будет. Посмотрим. Вот, сейчас пока не стемнело, я быстро-быстро еще заготовлю дрова на ночь. Позвоню жене Викторовне и на ужин у меня суп еще есть, буду доедать и просто тупо буду отдыхать. Все. Так что завтра у нас в планах в первую очередь возьму сети и целый день поставлю на сбор ягод и грибов. Я сейчас, когда шел, видел рыжики вот эти. Как же эти-то? О, вальшнеп. Рыжики или же волнушки, что-то, ну, завтра покажу. Может быть, завтра удастся собрать грибы для соления. Вот. Одним словом, до завтра. Встретимся завтра и уже завтра будем снимать. Самое главное, чтобы погода нам все не испортила. Может, дождь будет, а может, нет. Все это увидим завтра. Все, пока.